Для Украины, если они свои территории вернут, я думаю, заканчивается война. Но для нас нет, пока мы не вернем свои территории. То есть для вас не только победа Украины, а и поражение России однозначно будет маркером? Для нас, как бы, ну, если сказать правду, заморозка это как бы невыгодно. Кто такие чеченцы? Вообще другой народ. Другая вера, другие люди, другой язык. Миллион уничтожены. И как уничтожены? Как он их убивал? С любовью? Думаю, в объятиях, как говорят по-украински. В об'яттях. В обіймах тільки придушував, так каже. Так люблю, що аж вбить хочеться. Ось це його любов. Так люблю, что аж убить хочется. Вот вся его любовь. Не фашисты к нему пришли, и ему надо защищаться. Он пришел на нашу землю, и он отправляет их к нам. Чечня відправив. Чечня отправил. Сирия отправил. Африка отправил. Грузия отправил. Молдова, Приднестровье. Но это было до него. Тут без него обойдемся. На его долю грехов и так хватит. Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной территории. Это принцип того, что мир в лице Украины, где решается судьба всего мира, признала право чеченского народа на свободу, на независимость и признала нашу борьбу легитимной, которую мы вели последние 35 лет, не вдаваясь в историю 500-летней борьбы нашего народа. Стверджую і своєму другу, і постійно, кожен раз, коли в мене є можливість говорити моїм друзям, чеченцям, які відстоюють ічкерійську державу, про те, що, знаєте, правда на вашій стороні. Бог на вашій стороні. Українська нація вас дуже любить і глибоко вдячна вам і поділяє ті речі, які разом з нашим воїнством, нашою нацією ми доказуємо щоденно. Слава вам, слава Україні, слава Чечні Ічкерії. Прем'єр-міністре, шановні друзі, пане президенте, шановні колеги. Насамперед для мене справді є великою честю сьогодні бути тут. Тому що, як ви вже згадали, в 22-му році справді Верховна Рада прийняла унікальну постанову, і мені приємно, що моє прізвище стоїть автором номер 1, і далі дуже багато ще депутатів також об'єдналися навколо цієї теми. Тому що ми чітко усвідомлюємо, що Росія, вона може здійснити тільки одно – це жити на гнобленні інших народів. І ми чітко визнали це на рівні постанови Верховної Ради України, давши побажання, можливість і підтримку від українського парламенту щодо визвольних рухів народів, які окуповані, тимчасово окуповані Російською Федерацією. Наградить Руслана Степанчука, председатель Верховной Рады Украины, государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия, орденом «Рыцарь чести». Постановление Степанчука. Наградить Михаила Подоляк, советника руководителя Офиса президента Украины, государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия, орденом «Я». «Я» переводится как «достойный». Я думаю, что мы с Ахметовым будем стоять на свободной чеченской земле. Над нами будет флаг свободного государства. Ичкерия
И в этот момент я буду верить, что Россия умерла. Только в этот момент. Уважаемые граждане Украины, сегодня как никогда важно оставаться едиными и сплоченными. Мы, чеченцы, знаем, насколько важны единство и поддержка своего лидера. И в нашей истории Первая война была выиграна благодаря сплоченности и решимости нашего народа. Но разобщенность и отсутствие поддержки привели к трагическим последствиям во Второй войне. Поэтому сейчас, в это трудное время, Украине важно сохранять единство и поддержать президента в его решении отстаивать национальные интересы на переговорах в США в Белом доме. Мы также обращаемся к международному сообществу. Урок истории ясен. Игнорирование трагедии чеченского народа в восприятии российско-чеченской войны как внутреннего дела России привело к дальнейшей агрессии. Россия не остановилась на Чечне. В 2008 году она напала на Грузию. В 2014 году оккупировала Крым и Восточную Украину. А в 2022 году вновь развязала свою грязную полномасштабную войну, вторгнувшись на землю Украины. И если не остановить агрессию сейчас, ее последствия затронут всю Европу. И это уже реальность, а не просто слова. И сегодня европейцы должны поддержать Украину. Россия не остановилась ни в Чечне, ни в Грузии, ни в Украине. Только совместными усилиями можно остановить агрессора и обеспечить мир и стабильность. Сегодня многие, даже среди граждан Украины, недовольны поступками президента Владимира Зеленского. Но вы должны понять, шаг, на который он пошел, был сделан нелегко. Он прекрасно осознает, что в Белом доме решается не его личная судьба, а судьба всей Украины и ее народа, а также истории Украины. И его поступок благороден и героичен. Уже сейчас можно сказать, что он навсегда войдет в историю как лидер, не сломленный в самый тяжелый момент. И невольно вспоминается поступок второго президента Чеченской республики Ичкерия Яндарбиева Зелимхана в 1996 году, 27 мая. Точно так же, как сегодня Владимир Зеленский отправился в Белый дом, он в свое время вошел в Кремль, сделав героический шаг. Это был самый сложный и переломный момент в истории Чеченской республики Ичкерия. Тогда перед лицом ельцинской России дух нашего народа не был сломлен. А сам этот поступок навсегда вошел в историю Чеченской республики как акт мужества и стойкости. И сегодня Украина переживает свой переломный момент. История пишется сейчас, и нам решать, как кто ее будет писать. В эти трудные дни мы обязаны сплотиться вокруг него. Каждый гражданин, каждая военная часть, каждый солдат должны показать, что мы единая сила. Я призываю все военные подразделения официально обратиться с поддержкой в адрес президента. Пусть он знает, что за нами стоит народ и армия. А мы, в свою очередь, будем биться до конца. Нам нечего терять. Либо умрем, либо пробьемся, и третьего варианта нет. Слава героям и смерть врагам! Постановление Верховной Рады Украины
о признании геноцида черкесского народа, совершенного Российской империей. Принимая во внимание Конвенцию ООН от 9 декабря 1948 года о предупреждении преступления, геноцида и наказания за него, Гаагскую конвенцию от 18 октября 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, Всеобщую декларацию прав человека и другие договоры и документы ООН по правам человека, учитывая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, учитывая, что этническая чистка черкесских территорий во время Российско-Кавказской войны 1763-1864 годов, в результате которой было физически уничтожено или изгнано с родины более 90% черкесов, была рядом заранее запланированных и жестоких действий с намерением угнетать черкесский народ, подавить его идентичность, умышленно создать для этой этнической группы условия жизни, направленные на ее полное или частичное физическое уничтожение. Принимая во внимание многочисленные официальные документы, подтверждающие преступные действия российских подразделений во время Российско-Кавказской войны 1763-1864 годов по устройству искусственного голода и эпидемии среди мирного населения с целью физического уничтожения черкесов, признавая кабардинцев, черкесов, адыгейцев, шапсугов, которые в настоящее время проживают в Российской Федерации, единым черкесским адыгским народом, наследниками исторической Черкесии, чьи предки пережили геноцид и были разделены искусственными административными границами. Верховная Рада Украины постановляет признать, что массовое уничтожение черкесов-адыгов и их насильственное изгнание с исторической родины в Османскую империю в период Российско-Кавказской войны 1763-1864 годов имеют все признаки геноцида. или о геноциде черкесского народа, Labai ačiū Jums, kada mes kalbame apie čerkesų genocidą, tragediją. Мы должны понимать, что это не произошло когда-то столетиями назад. Mes turime suprasti, kad tai nesitiko kažkada 100 metų atgal. Те методы, которые были использованы русскими для уничтожения народа Черкесии или кавказских народов, эти методы в России используются по сегодняшний день. The recognition of the genocide of the Circassian people is a step towards restoring the truth about the crimes of the Russian Empire. The recognition of Ichkeria as an occupied territory is a step towards forming a new, honest architecture for security in which the peoples of the Caucasus. But today I wanted to tell you that we really need to admire our heroes who are here today. One of them is my dear brother, Prime Minister Ahmed Zakayev. Today, Ahmed Zakayev is the hero of the Caucasus. Today, Mirab Shokwa is the hero of Georgia. И поздравляя и грузинский народ, и чеченцев, которые сегодня в лице Мираба Чухы обрели еще один раз, на еще одном этапе очень надежного друга. Могу сказать, что для меня, как представителя власти грузинского государства, Республика Грузия, Звяда Гамсахурдия, огромная честь служить нашим общим делам, отношениям и истории, которая продолжается. Сегодняшний день знаменателен тем, что в Евросоюзе, в Литовском государстве, в Вильнюсе перед Новым годом мы обновляем наши отношения.
с этого дня чеченцы будут отмечать 23-е как День национального возрождения. Мы сегодня это говорим здесь, в центре Европы, потому что все начиналось отсюда. Если бы тогда реакция Европейского Союза и европейской страны, частью которого мы являемся, сегодня Европа переживала бы совершенно другие времена и другие этапы. И рассуждали бы не по поводу того, что необходимо создать силы безопасности для защиты Европы. От кого защищаемся? Защищаемся от того монстра, который нас уничтожал. Если бы в то время откликнулись на нашу трагедию, на наши призывы, на нашу боль, то сегодня был бы мир совершенно другой. Уважаемые соотечественники, мы в преддверии одной из самых трагических дат для всего чеченского народа. 81 год назад, 23 февраля 1944 года, армейские части НКВД, выполняя решение высшего военного политического руководства СССР, приступили к выполнению специальной операции под кодовым названием «Чечевица», то есть фактическому убийству чеченского народа. Все население, дети, старики, мужчины, женщины, от мала до велика, подверглись насильственной депортации. Такое же убийство нашего народа было подготовлено в 1994 году демократической Россией. Земля отцов, скажи, с чего начать? С чего начать? Опять вскрываю рану. Душа от боли устает кричать, но не могу молчать я и не стану. Мой отчий край, уже в который раз в твоем пути по огненному кругу. Ты был фатально, как и весь Кавказ, судьбою и оболган, и поруган. 44-й предпобедный год, и ждет фашизм суровая расплата. А здесь, в горах, детей и стариков поставили под дулы автоматов. Так Родина, коварство не тая, им уделила жизнь и смерть в опале. А братья, отцы и сыновья, сражались за нее и умирали. 13 долгих лет мы шли во тьму по выжженным и вымершим дорогам, и выжили наперекор всему, и обрели себя по воле Бога. Нас убивали день за днем в веках, огнем и сталью, голодом и пулей, надежду в детях, мудрость в стариках, но мы из этого ада вернулись. Вернулись, потому что проросли сквозь глыбы бед, как травы, через камень, и сохранили для родной земли любовь, мятежный дух и сердце пламя. И пусть тяжел забвение свинец над прахом тех, кто умер на чумовине. Для них из наших пламенных сердец зажжем костер бессмертия отныне. И этой горькой памяти верны, крепить отчизну будем год от года. И помнить это мы всегда должны, уж слишком стоит дорого свобода. Джохар был прав, и сегодня мы стоим, и я думаю, что мы станем свидетелями разрушения распада этой последней империи. Я с уверенностью могу сказать, в любом случае, мое такое убеждение и впечатление, что это последняя война России, которую она ведет и развязала Украину. Это будет последней войной Российской империи, после чего эта страна должна будет трансформироваться во что-то другое. В Европейском парламенте состоялась важная рабочая встреча между председателем специальной комиссии по расследованию иностранного вмешательства в демократические процессы Евросоюза, включая дезинформацию, Рафаэлем Глюксманом и министром иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Иналом Шерипом. В переговорах также принял участие заместитель министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Бурак Остас. Основной темой обсуждения стали вопросы безопасности Европейского Союза. Участники встречи обменялись мнениями о современных вызовах, стоящих перед европейскими странами, а также обсудили пути усиления международного сотрудничества в этой сфере. Мы напрямую наше будущее Чеченской Республики Ичкерия связываем с событиями в Украине и с войной в Украине. So why we are located here?
because we tied up that what happened in Ukraine with Chechnya, with Ichkeria. И поэтому вот достижение мира в Украине это будет означать и разрешение русско-чеченского конфликта. Is орден Джохара Дудаева. Oh, yes. Yes. Is орден Честь нации. With Boris. Yeah, Boris. Boris is the Это герой нации. This is рыцарь чести. This is достоинство. This is орден мужества. This is орден дружбы. This is medal Russia Ukraine war. Oh, This Russia is- Ukraine war. Oh, Yeah, yeah. Very good. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everybody. Thank you for inviting me. Before I start my speech, I would like to thank the organizers of this meeting for inviting me and giving me opportunity to express my point of view. This is very important matters and subjects. Thank you very much. Обращение председателя Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, посвященное 29-й годовщине гибели президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. 21 апреля 2025 года. Сегодня, 21 апреля, исполняется 29 лет вероломного и чудовищного убийства первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. ماشا ودوشك رامي ماكوي تخنا في نيويورك حاقيتشا الدنيا نوك القامنش تحنقيش دو أورجانيزاتي أو نعدو تأقوي قوزك شقيقنير مريانا كتارفا تاني قمالدا مريانا كتارفا أو يوش سجيو إذا أو نخرجن فيكل يوتون عالشويو أرسي بتش حقي أدمي بقوش لرتير دنيا نوك دقيق در Вчера и сегодня, 6 мая, в Вене, в здании ОБСЕ, прошла международная конференция, посвященная нарушениям прав человека. Были приглашены политики, послы правозащитных организаций со многих стран мира. Также на конференцию было приглашено представительство Чеченской Республики Ичкерия, где мы выступили с докладом о правонарушениях в оккупационной Чеченской Республике Ичкерия и правонарушениях против чеченских беженцев в странах Европы и против депортаций и против насильственной мобилизации
в Украину. Также мы подчеркнули, насколько шаткое и бесчеловечное отношение в оккупационной Чеченской Республике Ичкерия. Как легко и цинично людям навешивают ярлыки, объявляют их экстремистами, террористами, без всяких оснований, подвергают пыткам, принуждают покаянием на камеру. Thank you so very much, Ms. Asad, for being with us over here. Thank you very much. Спасибо, что пригласили меня сюда. Я хотела бы поблагодарить всех организаторов этого мероприятия. Я предпочитаю продолжать на позитивной ноте, потому что считаю, что любое положительное изменение начинается с изменения видения. Важно поддерживать позитивное видение, использовать правильные термины, иметь добрые и правильные намерения. Сейчас я бы хотела начать говорить об этом видении Чечни, здесь, в Соединенных Штатах и в целом Чечня и Северный Кавказ всегда рассматривались Соединенными Штатами как двор России. Даже после распада Советского Союза это видение не изменилось. И политика администрации Клинтона, сначала Россия, потом все остальные постсоветские республики, пренебрегла тем, что на самом деле происходило в Восточной Европе, особенно на Северном Кавказе. К сожалению, демократия в России не выжила, несмотря на усилия Запада поддержать демократический переход в России после падения Советского Союза. Демократия в России закончилась, когда она начала войну в Чечне, когда Путин превратил Россию в авторитарное государство, когда он пришел к власти, взрывая дома в Москве. Демократия не выжила в России. Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев находится в Киеве. В День государственности Украины 15 июля 2025 года правительство Чеченской Республики Ичкерия провело встречу в представительстве Чеченской Республики Ичкерия в Киеве. Было много сказано в адрес героического украинского народа и звучали поздравления с Днем Державности. Желаем победы, стойкости и скорейшего освобождения всех временно оккупированных территорий и Украины, и Чеченской Республики Ичкерия. Поздравив украинский народ с праздником, участники встречи отметили общую боль и испытания, через которые прошли чеченские и украинские народы в своей борьбе за свободу и право на самоопределение. Конференция стала символом единства и поддержки
между братскими народами. В Варшаве прошло чествование героической личности почетного консула Чеченской Республики Ичкерия, кавалера ордена «Честь нации» Адама Боровского по случаю его 70-летия. Делегация правительства Чеченской Республики Ичкерия присутствовала на торжествах от имени правительства, и премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева поздравила юбиляра. Постановлением Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Адам Боровский был награжден государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия орденом «Рыцарь чести». Когда зайдет солнце свободы в Украине, что Россия исчезнет как империя. И мы должны сделать, чтобы Россия по окончанию этой войны перестала существовать как империя. В украинском Кременчуге появился памятник, который объединил два народа одной памятью и одной борьбой. Мемориал Джохару Дудаеву, первому президенту Ичкерии, генералу, который стал символом свободы для чеченцев, украинцев и всех, кто не хочет жить на колене. На открытии собрались бойцы Министерства обороны, Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия и добровольческого батальона имени шейха Мансура, те, кто продолжает его дело сегодня, сражаясь против России на украинской земле. В любом положении, где правда на нашей стороне, можете на нас рассчитывать и нашу поддержку. Дудаев был действительно человек века, можно сказать. Он был очень грамотный, умный и дальновидный человек. То, что говорил Дудаев более 30 лет тому назад, это все сбывается. Он даже говорил, Украина, Россия еще хлестнется. Так она получилась, но почему-то ему никто не верили. Если в то время ему поверили бы, послушались бы, мне кажется, что война не дошла бы сюда. Во время этой поездки в Кременчуг правительство Ичкерии вместе с бойцами посетило музей войны, место, где собрана правда о российско-украинской войне. Правда, которую Россия так боится. Ведь именно такие, как Джохар Дудаев, показали всему миру. Чеченский народ невозможно сломить, если он помнит, кто он есть. Для нас очень впечатляющее и эмоционально имеет серьезное воздействие то, что мы посетили ваш музей и увидели там символы чеченского государства. Мы увидели там, что история Чечни вами тоже не забыта. И, конечно, для нас очень важно было передать вам вот этот флаг, наш государственный флаг. Он расписан нашими бойцами, которые находятся непосредственно в Украине, вместе с украинскими воинами на передовой. Мы победим в этой войне. Правда за нами, право за нами. И поэтому Всевышний за нами. И мы победим, иншаллах. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصوب صوبشناهي والنقشقوني سلام مارشال دو تغنى يالخل في سنتابر دوان وانتوغن بيحقن بدوكي السلام عليكم سلام مارشال دو وما فرصة صعبش عربش مسير جديك أخوي ده Tanrı'ya diye kasten de dudağım Allah. Сентябрь. Де догадують, що масяга дійсно до солодади обош. Дінця рам, виаде каня, вилеш неш. Нухче почапали бу. Дам вас я пахлюксу, кахлюгадосу, іншалла, май самял два. Я мах кошуна саргате, що шунда мула, вай. Цахоча душун даму, але меш почаха помершун, иншалла, даму. Аллаху акбар. Мола. قيس عجم تتوه. وسعد القامة تغن شو حيزو شو والبير ماستر. كي جناك محاوسة شو فليني. سعد خاتم ومقدوش الله يأمل يقبر ديرين. قيس قزحلق بيش بوش وسكنتي قوان بربا ديليش دلا يوي تخوتن دل يعيدل دبوشو يديوهو منش اشتعتا يحشا وويقا اش
بوز حبو شر الصوت صوباس نصحهم أدو نصحهم ديك خيط صن بعد يديش بوز حاحوس وش دق بيوهم نشلو ونخشي قام حيزدين ونخشي قوم تعذر عازب لاتين دق بيوهم نشلو بس كديرو وكمان يغير يش حاحوس وش دالة وش قزع هلك بيشبو أديو انتي تنسى هر أوكرانيا بود طبعا بعد بهتن نخشي شو جيم حصل مشو الحمد لله زلت أنا وديو انتي تمو ويك خاتشم كل تربات الأوغيتون دله دال ديك وردو صديق دوش دال صهم صدوغدو هرطوان بالي صديقن بوسوبشناهم كنت أعدادير زودو طريقة ميو دال أتو ومسيري دال شيقين هي تمساني نخشي شو طولن بخش دال لوشا Dear colleagues, dear friends, first of all, I would like to thank the organizers of this conference for inviting me and giving opportunity to speak on behalf of Chechen Republic of Ichkeria. We gathered at a particular moment. Russia's war against Ukraine has entered its fourth year. This war is not only a trial for the Ukrainian people, it is also a mirror for all of us who for decades have faced Moscow's imperial policy. For Chechens, Crimean Tatars, Circassians and Ukrainians, history speaks in unison. We know what deportation means. We know what the loss of statehood means. We know what repression and genocide mean. We understand the price of freedom all too well, because each of our nation has paid it with the lives of its sons and daughters. Many of you will hear a speech from Prime Minister Zakayev later on today, 5 minutes addressing this conference. But he is the one man that is credited for creating the idea and make it happen. Well respected in Ukraine and in Europe, well connected in all over the place in Europe. Circassians with the Chechens are able to advance beautifully in Europe. Not as much in the United States, but at least in Europe we have been able to really establish a lot. Официальное заявление Министерства иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия обращает внимание на недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ о создании платформы для диалога с российскими демократическими силами в изгнании. Министерство считает необходимым разъяснить, что данное решение не имеет никакого отношения к статусу, представительству или правовому положению Чеченской Республики Ичкерия. Чеченская Республика Ичкерия не является и не может рассматриваться как часть Российской Федерации. Это независимое государство, временно оккупированное Российской Федерацией, факт, который был официально признан Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года. Инициатива ПАСЕ касается исключительно внутрироссийских политических процессов, а также организаций и лиц, которые сами идентифицируют себя как часть российской политической сферы, даже находясь за пределами России. В связи с этим любые чеченские лица, движения или объединения, которые решают принять участие в работе этой платформы ПАСЕ в качестве представителей так называемой российской оппозиции, должны ясно понимать, что тем самым они становятся частью внутреннего российского политического процесса, не имеющего никакого отношения к делу деоккупации Чеченской Республики Ичкерия или к ее законному представительству. Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия подтверждает, что вопрос деоккупации, восстановления суверенитета Ичкерии будет решаться исключительно через международно-правовые механизмы.
двусторонние дипломатические отношения и взаимодействие с признанными государствами и институтами, а не через структуры, занимающиеся внутренними делами Российской Федерации. Министерство выражает признательность всем правительствам, парламентам и международным организациям, которые продолжают поддерживать принципы деоккупации, справедливости и ответственности и призывает международных партнеров четко различать законные институты временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия и субъекты, действующие в рамках российской политической силы, даже если они находятся в оппозиции к нынешнему кремлевскому режиму. Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. 6 октября 2025 года. Я, Роза Дунаева, также представляю правительство Ичкерии в изгнании по правам человека. Хочу отметить и напомнить, что Чеченская Республика Ичкерия – это независимое государство, временно оккупированное Российской Федерацией. И это факт, который был официально признан Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года. За четверть века после двух кровопролитных войн, развязанных Россией, вокруг оккупированной Чеченской Республики возник почти тотальный дефицит публичной правды. Истории о похищениях, пытках и внесудебных расправах часто остаются вне поля зрения широкой аудитории. Не потому что их нет, а потому что те, кто должен об этом писать, боятся последствий, а механизмы расследования остаются парализованы. Те, кто пережил войны и репрессии, заслуживают не забыть и не замалчивать. За 25 лет в Чечне были убиты многие журналисты и правозащитники, которые писали правду. Их объявляли иностранными агентами, преследовали, заставляли замолчать. Сегодня за правду блокируют страницы, запрещают говорить о памяти войн. Правительство Чеченской Республики Ичкерия в изгнании обращается к вам с просьбой о срочном международном реагировании на многочисленные систематические и тяжелые нарушения прав чеченцев, прав человека, происходящие на временно оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия. Варшава, 6, 7 и 8 октября 2025 года на крупнейшей ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению, проходящей в Варшаве, представители 57 стран-участниц, международных правозащитных организаций, правительств, журналисты и гражданские активисты со всего мира собрались, чтобы подвести итоги года и зафиксировать факты нарушений прав человека. Представитель Чеченской Республики Ичкерия Роза Дунаева выступила на ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Особое внимание участников вызвало выступление представителя Чеченской Республики Ичкерия, прозвучавшее на английском и русском языках в рамках нескольких заседаний. В своем обращении она представила актуальные данные и свидетельства о системных нарушениях прав чеченского народа, продолжающихся на протяжении десятилетий. Сегодня, 25 октября, я нахожусь в центре Манхэттена, и я приехала для участия в форуме коренных народов постсоветского пространства. Естественно, мы сюда приехали не как представители коренных народов, а исключительно как представители чеченского государства и чеченского правительства. Мы никоим образом, мы, чеченцы, не идентифицируем себя как коренными народами террористического российского государства по той простой причине, что мы никогда не входили в состав Российской Федерации. И все те политические процессы, которые проходили на территории Чеченской Республики Ичкерия еще с 1990 года, есть тому доказательство. Это, во-первых. Во-вторых, цель моего визита заключается в том, чтобы показать коренным народам, что мы их поддерживаем, что мы поддерживаем коалицию коренных народов. Почему? Потому что они являются жертвами Российской империи. Так же, как и чеченский народ, он является жертвой Российской империи. И основная, естественно, цель моего визита заключается в том, чтобы призвать наших американских партнеров, используя свое дипломатическое влияние, побудить Парламентскую ассамблею Совета Европы предоставить нам отдельную площадку, чтобы мы могли уже на этой платформе сами от себя говорить
и чтобы Чеченская Республика Ичкерия могла вести свободный диалог с другими европейскими странами. Уважаемые родные и близкие Януша Бугайского, уважаемые коллеги, с глубоким прискорбием узнали о кончине Януша Бугайского, выдающегося ученого, мыслителя и принципиального защитника свободы народов, многолетнего союзника Чеченской Республики Ичкерия. От имени нашего правительства выражаем искреннее соболезнование семье, друзьям и всем, кому посчастливилось работать с ним. Януш Бугайский посвятил свою жизнь разоблачению природы российской имперской системы и отстаиванию права на самоопределение порабощенных наций. Его труды и публичные выступления от фундаментальных исследований до острых колонок стали моральным ориентиром для тех, кто борется с колониализмом и агрессией. Он умел называть зло по имени и никогда не отступал перед давлением. Для чеченского народа он был другом, чье мужество и ясность мысли поддерживали нас в самые темные времена. Его наследие – это вера в то, что свобода сильнее страха, а достоинство сильнее насилия. Книги и публичные выступления Януша помогли миллионам увидеть суть проблемы. Без деколонизации не будет мира ни в России, ни вокруг нее. Для нас его имя – синоним интеллектуальной честности, солидарности и личной храбрости. Мы благодарим Януша Бугайского за стойкую поддержку Чеченской Республики Ичкерия, за ясность морального выбора и за вклад в формирование нового постимперского миропорядка. Его идеи укрепляют нас в убеждении – эпоха империй заканчивается, эпоха свободных наций начинается. С искренним сочувствием премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. When they assumed that the collapse of Soviet communism ensured the end of Russian imperialism, and Ukraine is now paying the price, they must avoid a second strategic mistake by presuming that the current empire is permanent. Imperial states invariably collapse when they overreach, as Moscow has in Ukraine. Спокон віку Прометея та море карає, щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває, та й не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сидить, не вигоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Запрошую до підписання меморандуму, просимо. На мові не російській, тому для нас то, я думаю, треба ще похлопати, бо це така
подписывали договор о мире, президент Масхадов и президент Ельцин, я участвовал в этом мероприятии. Тогда мы подписали на русском и на чеченском языке договор о мире. Но договор с Россией это не стоит той бумаги. Но я уверен, что наш договор, он имеет большую перспективу. Спасибо большое. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики. В 2004 году, когда у нас была война, было решение областного совета о поддержке чеченского народа, но оно у нас есть, как бы. Это городской совет, это его как бы, функция, да. Ну, произошло в 96 году. Еще с Жахаром Дудаевым начинал, и последний, который остается в столе, был Абдхан, это госминистр нашего правительства. Я, в принципе, Абдулхаким, я практически все время находился здесь. И я очень рад, что у нас появилась возможность встретиться с вами. І тот проєкт меморандуму, який ми підготовили. Дякую за можливість, я скажу, дуже такого суспільно-політичного правильного рішення в вигляді меморандуму. То у нас є Олег Ігорович Петькевич, наш депутат, я Юра, мой коллега депутат, и наши взаимоотношения, и того, что мы делаем сегодня. Потому что у нас один враг, и мы должны все делать для того, чтобы победить. Боремся не только за землю, а за нашу культуру, за наши обычаи, поэтому это для нас тоже важно. Договор о мире, подписанный в 1997 году между двумя президентами Арсеном Асадовым и Ельциным, был тоже в одном экземпляре на русском, а второй экземпляр на чеченском. Просто один пример приведу, когда мы подписывали договор о мире в Кремле, в Москве. Ельцин прочитал русский язык, на самом деле, что есть какой-то другие народности, есть общий язык, на котором мы можем общаться и договариваться и на территории Украины, и не знаем, что там происходит. То же самое. Чечня находится под оккупацией, этот оккупационный режим только отстоит свою независимую победу. Победа Украины над Россией, это будет означать победа многих. В 8 году Грузия была, в 14 году Украина. И, конечно, если бы сегодня их не остановили здесь. Если Украина не будет держать войну, то она пойдет туда. Кавказскую войну 25 лет чеченцы воевали, и потом как бы необходимо было, чтобы нация целиком исчезла, сгруппировалась. И выработался такой иммунитет самосохранения. На самом деле мы сегодня и дома, если взять в целом мире, мы никогда не были так сильны, как сейчас. Каждый год рождается 15-20 тысяч детей. Помаленьку можно, приглашаем в зал. Не записывать. Запись я не Сюда, сюда. Сейчас мы посидим. Здесь выложены экспозиции, которые мы проводили в Европе. Я хочу их оставить для вашего просмотра. И другая книга. В результате 2 войн на самом деле в Чечне было убито более 300 тысяч гражданского населения. 42 тысячи из них дети. И вот мы издали книгу на 2 языках, на английском, и будет издана и на украинском языке сейчас в ближайшее время. Вот эти вот, когда сидеют дети. Вот здесь изложены факты тех преступлений, которые были совершены на территории Чеченской Республики. Вам еще раз огромное спасибо всем.
За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. І вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. А поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть, та й з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Доброго дня. Good afternoon. Happy to see you. And this is my State Minister Abdullah Al-Khatami. Чеченской проблеме, вообще к России, она нам очень симпатична, она нам понятна. И мы еще раз благодарим вас и Украину. Сегодня 1 числа будет конференция в Киеве, посвященная 3-й годовщине признания Чеченской Республики Ичкерия оккупированной, временно Россией оккупированной. Это практически факт признания. 3 экспозиции, которые мы создали, и мы имеем выставку в Европе, вот эта книга. И вот это Майбек Таран, о чем мы говорили, когда сидеют дети. Там избраны частично материалы по детям, по жертвам нашей этой войны. Чтобы был флаг и кабинет, или там комнаты, 2-3 комнаты, где мы могли бы разместить и работать в постоянной основе здесь. Я вам буду глубоко признателен. Это очень хорошая идея. I think Ukrainian Minister of International Affairs can support this idea if you send letter. We can have it here with your help. I think we can do that. Maybe we do it 21st April to this time. Next point, Kyiv, yes? Yeah. Yes. Tomorrow, after tomorrow, we have the big conference, international conference in Kyiv. Actually, it is for city. О, самое место. Очень здорово.
الشهر والوقت شهر قزحة جوهر بتصرخ أقار حبل أورم إذا سايز الإسبوع دوز يالي تولشرا جوهر داخلهم شو حي حبل أورم تاقوكن شيء تا بوخبو كودينا هذا حالها سويت أيضا دولشرا نع ليرمنتو تصرخ ولي أورم كلاب أقار أبلسنوي رادنو طلم بنا ليرمنتو وكوكاز يحتوى تصيعي من كلاب عطوه وكوكاز واش قاعد سوى لاتن بالقسم توام أتصن تيتو جماعة تون أورما خيت نقطع تين جوهر ترخ أورما تون ترخ بوجي لعبك وين طبعا جو ميغل ما دو إزون تاعشوا أوكرانيا طبعا لاتش الحال أوكرانيا عبيش بوتوام هروي صحي جماعة أشوا يور حيوش إمبيري بوليتيكا ح صار حبي أن يقبل إذا جيم قامتش مش حلقة يسري دوتش مش شيء إمبيري شوالي نتصار يحقق نتصارس تانا إيش لاتشو عشان ده قزع دوتش منا ويتانش أو تدو يشتو ترجو يشتو ويش لوج أورها ويش دعاء بيش بود اسم قزع دعواش بود سونا أو عبد الحكيمو أرى ويتانا إسكرة حلقة بيرن شو Google هو قزع دوتش إسكرة ونوخشو بتشاق إسكرة ويتان أورخليها دحلوير министрал цер структуры подразделений ويتان قزع خلبيش تعت بلش بو политика ولا областной ради цани وبيبلين وال وده حقير غالي Google هو чуть цанкетер ду إذا دوي بالقول ده إيش تعبالها أردو Сейчас я скажу на русском языке. Мы находимся сегодня в Украине, это город Львов, западная Украина. Мы находимся на улице Джохара Дудаева. Я хочу рассказать немного об этой ситуации. Как получилось, что здесь улица, место имени Лермонтова начала носить имя Джохара Дудаева. Рада, которая переименовала эту улицу, они провели расследование и выяснили, что не то, что расследование провели, они установили факт, что Лермонтов в свое время был причастен к преступлениям, которые совершались на Кавказе, и в частности в Чечне. И поэтому и переименовали эту улицу. Сегодня то, что мы здесь находимся, и те события, которые продолжаются в Украине, это все взаимосвязано и с Чеченской республикой. Империя всегда так и складывалась. Она сначала завоевывала малые страны, малые народы. Вот таким образом она и расширялась. И война сегодня в Украине – это продолжение той войны, которую русские начали в 1994 году на территории Чеченской республики Ичкерия. И поэтому для нас очень важно то, что здесь происходит. И мы со своей стороны прилагаем все усилия. Со мной рядом стоит главнокомандующий вооруженными силами Чеченской республики Ичкерия Абдул-Хаким Ажиев. Это подразделение Министерства обороны. То есть мы, в принципе, здесь восстановили наши вооруженные силы, мы восстановили Министерство обороны. И это для нас очень важно и принципиально, потому что конец Российской империи заложен именно здесь. И в Украине она должна закончиться, потому что она и в свое время и состоялась, и укреплялась за счет того, что она завоевала Украину, присоединив к этой империи и использовала весь ресурс и материальный, и человеческий потенциал. Поэтому сегодня и решается судьба и будущего Украины, и не только Украины, будущего всех колонизированных народов, да и всего человечества. И, конечно же, мы надеемся и рассчитываем на то, что Россия, как империя, закончится именно здесь. Я надеюсь, что вот эта война и эти памятники, которые сегодня воздвигают жертвам российской агрессии Украины, они будут последними. Просто все человечество должно добиться и сделать так, чтобы этой страны, как империя, чтобы она перестала существовать. Другого варианта, чтобы мы не посещали тех, кто останутся живы, тех, кто будут живы, не посещали такого рода мемориалы, это только децентрализация России, Российской империи.
Только в этом случае можно говорить о стабильности, о гарантии и безопасности нашего сегодняшнего мира, нашей Земли, нашей планеты. Это вопросы не только Украины, Кавказа, Чеченской Республики, это вопросы, связанные с мироустройством. Насколько мы будем жить в стабильной, безопасном мире. Это все будет зависеть от того, сумеем ли мы децентрализовать Россию. Найдутся ли в России силы, здоровые силы, которые попрощаются со своим террористическим прошлым, раскаются и сделают так, чтобы человечество простило их и как нацию, и как государство. Ну, мы в любом случае со своей стороны будем добиваться, чтобы это произошло. Анна, Лаура, огромное спасибо, что вы прибыли на нашу конференцию и что вы сегодня посетили вот этот мемориал. Огромное спасибо. May I say just Yes, one of course. word? Yeah, yes, of course. A word. This visit to Bucha, I personally dedicate to the late president of Poland, Lech Kaczynski, and whole group of Polish elite perished in Smolensk catastrophe. They were real friends of all three nations of our neighborhood, including and probably first and foremost of Chechen independence. Я от всей души хочу поздравить сегодня украинский народ с Днем Вооруженных сил Украины. Без преувеличения сегодня украинский народ и вооруженные силы Украины демонстрируют любовь к Отечеству, смелость, храбрость и непоколебимость вот в неравной войне, которая развязала Россия против Украины и против украинского государства. Мы очень хорошо понимаем вас и украинцев, и тех, кто сегодня отдают свои жизни во имя будущего своего народа и своего государства. Ваш противник, враг всего человечества. Это не только сегодня вы отражаете и отстаиваете свою свободу и свою независимость и будущее своих детей. Вы сегодня отстаиваете право народов на жизнь. Вы отстаиваете добро, справедливость. И я уверен в том, что торжество справедливости неминуемо придет в ваши очаги, в ваши дома. И это не за 7 горами. Вы сегодня своими жизнями и той борьбой, которую вы продолжаете оказывать российским агрессорам, вселяете уверенность всему человечеству. И весь мир сегодня обязан вам на самом деле. Точно так же, как в свое время весь мир не обратил внимания на трагедию чеченского народа, на то, как мы и как чеченский народ один на один с этим монстром пытался отстоять свое право. И мы тогда в свое время точно так же, как сегодня вы, украинцы и вооруженные силы Украины, отстаивали все те человеческие, общечеловеческие ценности, которых декларировал весь мир. Мы, наблюдая за всем тем, что происходило у нас в Чечне, на территории Чеченской Республики и на Кавказе, мы не понимали, почему мир так настолько отрешенно наблюдает за тем, что происходит в Чечне. Почему такая несправедливость по отношению к маленькому народу. Но дело в том, что в государствах и особенно в интересах государства всегда преобладают высшие интересы своего народа и своего государства. Но все взаимосвязано. Если мы имеем рядом
преступников, если мы имеем банду, если мы имеем такую варварскую страну, которая уничтожает на своем пути все и пытается обесценить человеческие жизни во имя торжества своей пропаганды, античеловеческой пропаганды. И вы сегодня, так же, как чеченцы в свое время, украинцы и украинский народ этому противостоит. Весь мир с вами. Сегодня правда за вами, право за вами. И Всевышний на вашей стороне. Я уверен в том, что вы отстоите нашу общую победу. Слава Всевышнему, победу Украины, свободу Кавказу.